Доклад австралийского аналитического центра АСПИ, опубликованный в воскресенье, показал, что в период с 2017 по 2019 годы десятки тысяч уйгуров были вынуждены работать на заводах по всему Китаю. Заводы, о которых идет речь, являются центрами поставок 83 мировых брендов, выпускающих продукцию в Китае. Рабочая сила для этих заводов выбирается из числа узников концентрационных лагерей, которые Коммунистическая партия Китая преподносит как центр профессионального образования. Согласно отчету, основанному на правительственных документах и новостях в местных СМИ, 80 тысяч человек из Восточного Туркестана были отправлены на 27 заводов, расположенных в 9 провинциях. В докладе указывается, что узники работают на заводах и фабриках таких компаний, как Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony и Volkswagen, специализирующихся на автомобильной, технологической и текстильной промышленности. Исследователь Вики Сюджун Сюй заявил, что уйгуры и другие тюрки подвергаются геноциду, гонениям, ассимиляции и трудовой эксплуатации со стороны китайских властей. Ассоциация ученых Восточного Туркестана провела в мечети Фатих, расположенной в стамбульском районе Кючук-Чекмедже, молитву в честь погибших солдат в Идлибе, за победу турецких военных в Сирии, прекращение беспредела Коммунистической партии Китая и мусульман Восточного Туркестана, подвергающихся опасности заражения коронавирусом. Наряду с сотнями выходцев из Восточного Туркестана в мероприятии приняли участие и местные жители. С другой стороны, председатель Общества культуры и солидарности Восточного Туркестана Сеид Тюмтюрк и сопровождающая его группа посетила город Хатай. Сеид Тюмтюрк заявил, что уйгурская диаспора Турции поддерживает операцию «Весенний щит», начатую турецкой армией в Сирии. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что количество репортеров 5 китайских информационных агентств, работающих в США, в том числе и Синьхуа, было ограничено. Ограничение, предусматриваемое законом об иностранных миссиях, коснулось агентств Синьхуа, People Daily, China Daily, глобальную телевизионную сеть Китая и китайское международное радио. В свою очередь, на прошлой неделе китайское правительство отменило разрешение 3 репортеров Wall Street Journal, из-за чего подверглось осуждению госсекретаря США. Сотрудники Управления здравоохранения штата Вашингтон сообщили, что число людей, погибших из-за коронавируса, увеличилось до 6. На территории США было выявлено 87 случаев заражения. Число погибших в Италии из-за коронавируса нового типа достигло 52. Также сообщается, что количество людей в Германии, у которых был обнаружен COVID-19, увеличилось до 157. Во время пресс-конференции, организованной в Женеве, представители Всемирной организации здравоохранения сообщили об отправке команды экспертов в Иран, где из-за вируса погибло 66 человек. Напомнив о быстром распространении вируса за пределами Китая, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения заявил, что эпидемия превратила мир в заброшенную зону. Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило, что с начала эпидемии в Китае уровень загрязнения воздуха значительно снизился. В заявлении указывается, что с начала января уровень диоксида азота в воздухе заметно упал. Основной причиной снижения стало замедление экономического развития Китая в связи с эпидемией коронавируса. Количество погибших из-за вируса в Китае достигло 2912. Общее число зафиксированных случаев составило 80 026.